Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Интинцы не остались в стороне. Руководство города совместно с представителями всех политических партий оказывают гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Виновники ДТП – пешеходы. Люди не хотят соблюдать правила дорожного движения и провоцируют аварии. Акция в поддержку решения Владимира Путина активно набирает обороты. Жители округа присоединились к флешмобу «Своих не бросаем». Инту с рабочим визитом посетил депутат Государственного совета Республики Коми Александр Попов. В рамках своей поездки он провел несколько совещаний и встреч, осмотрел ряд производственных объектов Инты. Среди приятных моментов – вручение нескольким жителям города высоких наград. В администрации округа наградили 6 интинцев. Это работники разных отраслей, общественники и люди с активной жизненной позицией. Все они трудятся на благо и процветание родного города. Заслуженные награды им лично вручили депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов и глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев. Сегодня были вручены, Владимир Алексеевич вручил памятные медали «100 лет Республики Коми», а я вручил почетную грамоту и благодарность Государственного совета представителям медицины и образования. Может быть, это не самые главные награды в нашей жизни, но тем не менее это свидетельство того, что в республике Инту знают, помнят о ней. И мы сегодня не только подарки вручаем, мы сегодня провели здесь совещание с Владимиром Алексеевичем, были на нескольких объектах коммунального хозяйства, были на карбидном заводе. Инта живет, и она должна иметь все атрибуты такой нормальной жизни. Поэтому с удовольствием сегодня вручил награды Государственного совета, тем более, что лично знаю награжденных давно. Распоряжением главы Республики Коми за вклад в социально-экономическое развитие региона юбилейной медалью в память столетия Республики Коми награждены генеральный директор Интинского хлебозавода Василий Жердицкий и главный зоотехник агрокомплекса Инта Приполярная Надежда Шикер. Поздравляю. И с наступающим праздником. За существенный вклад, внесенный в социально-экономическое развитие Республики Коми, почетной грамотой Госсовета Республики Коми поощрена Людмила Круг. За многолетнюю и добросовестную работу благодарностью Госсовета Республики награждены интинки Галина Шарюкова и Ирина Ястребова. Заболеваемость коронавирусом постепенно снижается. С 3 марта в Коми снимается ряд антиковидных ограничений. В указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности внесены изменения. Как сообщает пресс-служба главы Коми, с 3 марта возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения на территории, в которых осуществляется оказание услуг детских игровых комнат, детских развлекательных центров. Возобновляется обслуживание посетителей в зданиях библиотек, архивов, музеев и выставочных залов. Работа кинотеатров, кинозалов, театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа, организаций, осуществляющих проведение спортивных мероприятий, допускается при условии соблюдения заполнения зала, кинозала, трибун не более чем на 50% от общей вместимости и при условии наличия у всех посетителей QR-кода медицинского сертификата, сформированного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения России, либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов до начала мероприятия. Интинцы продолжают сбор гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Все больше горожан присоединяются к социальной акции. Пенсионеры, работающие горожане, целые коллективы, депутаты и руководство округа. Никто не остался в стороне от проблем людей, вынужденно оказавшихся вдали от дома. 21 февраля произошло судьбоносное событие. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Второй документ, который был подписан главой государства, это договор о помощи республикам. Еще ранее в Коми, в том числе и в Инте, начался организованный сбор гуманитарной помощи для беженцев. Инта сегодня город небольшой. И отрадно, что представители всех партий, которые представлены в городском совете, приняли самое активное участие в этой акции. Наверное, дело даже не в количестве, а дело в том, что каждый из нас должен понимать, что там вообще
гуманитарная катастрофа. И там есть женщины, дети, которым нужно не только там кусок хлеба, но нужно еще какую-то положительную эмоцию. И поэтому вот то, что здесь вот такой разнообразный ассортимент, это вообще здорово. Вот не только накормить, но и дать лучик надежды, подарить хорошее настроение. Поэтому молодцы. В Инте гуманитарную помощь принимают в местном отделении партии «Единая Россия». Сейчас в кабинете уже нет свободного места. Все заставлено коробками с товарами первой необходимости, продуктами питания и детскими игрушками. Вся Инта присоединилась к помощи Луганской и Донецкой народным республикам. Вся Инта приносит то, что необходимо. В основном это вот сейчас посмотрели и привезли от администрации, также это детская и одежда, и мыло, и зубная паста, и порошки детские. То есть все это собирается и либо по зимнику, надеюсь, все-таки по зимнику, пока есть возможность, вывезем до Сыктывкара, и дальше уже все вместе отправится по назначению. Либо отправим ЖД по железной дороге. Я думаю, что решим вопрос без проблем и отправим обязательно. Мэр города тоже внес свою лепту. Вместе со своей семьей, женой и детьми он собрал необходимые детские вещи и принадлежности. Привезли от себя лично. Мы в большей степени привезли детское. То есть это порошки, еще раз скажу, это гель для купания детская, зубная паста детская, щетки детские. К сбору гуманитарной помощи активно присоединился депутатский корпус Инты. Народные избранники, независимо от партийной принадлежности, единогласно поддержали социальную акцию. Единая и справедливая Россия, ЛДПР и КПРФ, все представители политических объединений в один день привезли по указанному адресу коробки с гуманитарной помощью. Партия ЛДПР принимает в таких акциях постоянное участие, так как необходимо для помогать народу, беженцам, народу Донбасса. Вот, своих не бросаем. В среди последних событий я решил, как и депутат от КПРФ, и как отлично себя, так как Донецк для меня является моей, как говорится, небольшой родиной, потому что у меня мать оттуда, решил оказать свою помощь. И от себя мы предложили игрушки детские, одежду для детей Донбасса, чтобы, как говорится, и они тоже чувствовали, что у них есть какая-то забота, и что мы не оставим их в одиночестве, всегда будем их поддерживать. В начале прошлой недели из Республики Коми ушла первая машина с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР. Фура уже ушла, сейчас будет формироваться следующая. Я думаю, что особенно Инта, для нас Донбасс – это вообще родной брат. Мы всегда с Донбассом сотрудничали и дружили. Я даже вот работая в свое время в командировке туда ездил, знаю Донецк, поэтому это правильная форма оказания помощи. Вот протянутая дружеская рука. Я думаю, что молодцы интинцы. Такая помощь необходима и очень нужна тем людям, которые в этом сейчас нуждаются. И мы, конечно же, поддерживаем. Помощь от интинцев будет отправлена в столицу региона в ближайшее время. Но дальнейший сбор гуманитарной помощи продолжится. К социальной акции могут присоединиться все неравнодушные граждане. Интинцы принимают активное участие во всероссийской акции «Своих не бросаем». Общественный флешмоб посвящен признанию Российской Федерации независимости ДНР и ЛНР и поддержке жителей Донбасса, которые 8 лет подвергались нападению со стороны украинских военных. Акция проходит в социальных сетях под хэштегами «Своих не бросаем» и «Мы вместе». К акции присоединились представители Интинского отделения Российского движения школьников, педагогические коллективы лицея номер 1, гимназии номер 2. Учителя сфотографировались с табличками, на которых написали «Своих не бросаем. ДНР и ЛНР мы вместе». Интинцы записали несколько видеороликов в поддержку народных республик и разместили их в социальных сетях. Жители сельских населенных пунктов Интинского округа из поселка Абис, деревни Ярпияк тоже вместе со всей страной болеют за мир в Донецкой и Луганской республиках. Мы своих не бросаем, город Инта. Мы своих не бросаем.
Мы своих не бросаем. Выразить слова поддержки ДНР и ЛНР могут все желающие, приняв участие в акции. Для этого нужно опубликовать в социальных сетях пост с текстом, фотографиями, видео или все сразу с хэштегом «Своих не бросаем» и «Мы вместе». 28 февраля и 1 марта в Инте произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Под колеса легковых автомобилей попали пешеходы, переходившие проезжую часть в неположенном месте. С различными травмами пешеходы госпитализированы. 28 февраля авария произошла на участке дороги возле дома номер 42 по улице Мира. Водитель автомобиля ВАЗ-21103 сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП 63-летняя женщина с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки была госпитализирована. В отношении нее составлен административный материал. Зачастую есть просто элементарно недисциплинированность со стороны пешеходов, то есть пренебрегая правилам, элементарным правилам дорожного движения, переходят вне пешеходного перехода при видимости его, прям буквально, как сказать, рукой подать до ближайшего пешеходного перехода, но все равно игнорируют данные требования и переходят вне пешеходного перехода, несмотря на то, что наши усилия совместно с усилиями администрации, это ярко выраженные моменты по обустройству пешеходных переходов, то есть оборудование их перилами, оборудование их светофорами Т7 для привлечения внимания, летом-то дорожная разметка, дорожные знаки, в общем, уже освещение дополнительное, все те необходимые меры, комплекс мер, который был направлен на именно стабилизацию и недопущение аварийности участников пешеходов, они, естественно, дали свои плоды, дали свою динамику положительную, но, к сожалению, есть случаи, как 28-го, как вот сегодняшний момент показывает о том, что все-таки пешеходы игнорируют требования, как я повторюсь, правил дорожного движения. Значит, что касаемо 28 числа, да, пешеход действительно переходил вне пешеходного перехода при его наличии, буквально в 3-4 метрах от него, но тем не менее по каким-то непонятным причинам переходил. Значит, в результате чего водитель увидел уже очень поздно этого пешехода, совершил на него наезд касательный. К счастью, все живы-здоровы. Как здоровый-то преждевременно, да, значит, сейчас на излечении находится, сильных телесных повреждений не получил. 1 марта дорожно-транспортное происшествие произошло на участке дороги по улице Куратова в районе Интинского краеведческого музея. Водитель Нивы совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. Что будем выяснять, уточнять, но пока по предварительной информации, значит, то же самое, пешеход переходил вне пешеходного перехода при его наличии в зоне видимости, пренебрег ли этими же правилами, обошел перила, который непосредственно оборудован данный был пешеходный переход, и перешел его вне пешеходного перехода. За чего, значит, водитель то же самое совершил наезд, пешехода госпитализировали, обстоятельства будем дальше выяснять, уточнять. Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают о правилах дорожного движения, которые существуют не только для водителей, но и для пешеходов. Прежде чем принять решение перебежать дорогу вне установленного места, стоит задуматься, а оправдан ли этот риск. Пенсионный фонд России расширяет перечень предоставляемых мер социальной поддержки. В 2022 году они были переданы учреждению из органов социальной защиты населения. Первые выплаты отделения Почты России и другие почтовые организации доставляли или зачисляли на счета получателей еще в середине января. Наибольший объем выплат в рамках переданных из социальной защиты мер предусмотрен для семей с детьми. В частности, это ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, единовременное пособие при рождении ребенка и так далее. С полным перечнем мер можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда pfr.gov.ru. С 2022 года Пенсионный фонд России начал предоставлять гражданам меры поддержки, которые ранее назначали органы социальной защиты населения. Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для 5 категорий. Во-первых, это неработающие граждане, имеющие детей, лица, подвергшиеся воздействию радиации, реабилитированные граждане, инвалиды или дети-инвалиды, имеющие транспортные средства по медицинским показаниям, а также военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Первые выплаты граждане начали получать с 17 января. Это была досрочная доставка пособий за январь. Далее порядок выплаты будет следующий. В текущем месяце за предыдущий. То есть в марте будет выплачено пособие за февраль, в апреле за март и так далее. Гражданам, которые уже получают эти меры соцподдержки, выплаты будут производиться Пенсионным фондом Российской Федерации автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется. Если гражданин имеет право на данные пособия, но еще не воспользовался им, то ему необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России. На туристических маршрутах Коми выставили спасательные посты. С 1 марта в Республике Коми организовано дежурство спасателей на Аронецком перевале в Печорском районе. Соответствующее соглашение заключено между Спас Коми и Национальным парком Югет-2. Временный пост будет выставлен и в Интинском округе в районе турбазы «Желанная». Для оказания помощи туристским группам и выполнения поисково-спасательных работ, связанных со спасением людей во время массового нахождения туристов в горах, в Печорском районе выставлен временный спасательный пост «Спас Коми» в составе 3 спасателей. Дежурство спасателей организовано в 2 смены с 1 по 15 марта и с 15 по 31 марта. Пост оснащен снегоходами с санями, лыжами, альпинистским снаряжением, средствами поиска в лавинах, медицинским снаряжением, радиостанциями и спутниковым телефоном. С 10 марта по 6 апреля будет выставлен еще один временный спасательный пост «Спас Коми» в составе 2 спасателей в Интинском районе на туристической базе «Желанная», которая находится практически в самом центре приполярного Урала. От турбазы до Инты примерно 130 километров. Дежурство спасателей будет организовано в 2 смены с 10 по 24 марта и с 24 марта по 6 апреля. Игрушки, текстиль, кондитерские изделия. Универсальный магазин с многочисленными отделами и высоким уровнем сервиса, вежливыми и внимательными продавцами. «Космос» приглашает интинцев и гостей города за покупками и оригинальными подарками к 8 марта. В магазине «Космос» можно сделать много нужных и приятных покупок. К любому празднику в кондитерском отделе магазина большой выбор подарочной продукции отличного качества, оригинального дизайна, популярных брендов и марок. Из огромного ассортимента чая, кофе, шоколада, конфет, композиций с медом, кондитерских изделий и другой продукции вы без труда подберете вкусный подарок. Отдел текстиля «Космоса» представлен комплектами постельного белья, пледами, покрывалами, полотенцами, а также шторами, одеждой для дома, товарами для практичного подарка. Мягкие игрушки, игры, куклы не оставят равнодушными маленьких покупателей и их родителей. В магазине «Космос» «Бабушкина 1» вы сможете подобрать действительно уникальный подарок для своих близких. Приближается Международный женский день. Как поздравить своих любимых дам, девушек, жен, дочерей, сестер, мам, сотрудниц на работе? Что им подарить? Ведь они достойны только самого лучшего. Коллектив магазина «Строительные товары» подготовился к празднику и с радостью поможет выбрать достойный презент. В Доме быта рады предложить идеи для подарков на 8 марта. Сделать удачный выбор вам помогут приветливые продавцы. Картины, холсты, фоторамки, постеры украсят интерьер дома. Соковыжималки или многофункциональные мультиварки известных марок подарят вашей семье новые вкусы и положительные эмоции. Кухонный комбайн, миксер, измельчитель или блинница, подаренные на 8 марта, помогут женщинам сократить время приготовления блюд. Любая хозяйка будет рада, если ее праздничный стол украсят хрустальные бокалы, рюмки, стаканы или новенький чайный сервиз, принятый в качестве подарка. В магазине «Строительные товары» большой выбор посуды, бытовой техники, холодильников, кухонных плит, морозильных камер, а также пылесосов, стиральных и посудомоечных машин. Здесь много товаров для кухни и дома. «Строительные товары» в Доме быта приглашают интинцев и гостей города за покупками. Интинцев приглашают на выставку-продажу товаров для здоровья. Специализированный магазин из Кирова начал свою работу в торговом центре «Июнь». Здесь вы можете приобрести разнообразную лечебную продукцию на натуральном растительном сырье. Горожанам стоит поспешить, торговая точка будет работать всего несколько дней.
Покупателей и посетителей ждут на первом этаже в здании торгового центра «Июнь». В широком ассортименте здесь представлены безалкогольные бальзамы, мумиё, сибирская живица, кремы и пластыри для опорно-двигательного аппарата, аппликаторы, пояса, наколенники. Лидер продаж – тканные изделия из тропической крапивы рами. Они рекомендуются при отеках ног, тромбофлебите, варикозном расширении вен, повышенном потоотделении, а также онемении и зябкости ног во время сна, мозолях, натоптышах, бессоннице. В торговой точке представлены уникальные разработки российских и зарубежных производителей. Товары, которые по своим свойствам можно отнести к эксклюзивным. Приходите на выставку-продажу товаров для здоровья. Здесь вы найдете интересные и полезные подарки для родных и близких. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.